Шаг за шагом Назифа Мамерга поправляет свое здоровье. Небольшие физические нагрузки – часть ее насыщенного лечебного плана. Следом процедуры, полники и ужин. В дом ветеранов бабушка приехала впервые и очень довольна отдыхом. У нас врачи хорошие, продукты хорошие. Полноценное трехразовое питание, лечебные процедуры, в числе которых вибромассаж, хвойные, грязевые ванны, ингаляции и не только. Уютный уголок в селении Сурхахи оценила и Асма Сапралиева. Больше 50 лет проработала бухгалтером. Сидячий образ жизни обернулся остеохондрозом, но после пройденных здесь процедур самочувствие улучшилось. Первый раз не сохшер. Узр баржму ел смысл, ты ж монах бейн басу. Мне даже плакать хочется, злых нахбоус. Чё, цаш шивал мусик, хуат шминка гуат шму озрнах. Социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов» открыли в Сурхахах в мае 2010-го. Поток отдыхающих тут растет с каждым годом. Поэтому в 2020-м по поручению главы региона начали возводить новый корпус. 4 этажа и подвальное помещение построили меньше, чем за год и открыли в сентябре 2021-го. На торжественном открытии побывал и Махмуд Али Калиматов. Глава региона в ходе личного осмотра оценил все условия, созданные для отдыхающих. Каждый хамди. Наха догоздохш, аниктя туабали, ген даигайли, берхастадали, догоздох, ахамдич, дал халышк, наха халышк, цахамди арвуха, кез дали мырсыг мазал дали, цахамди арвуха, мяли худыз масхан, ахади ахам, тахана. Дух дихат сунер, замик дихат. Но я знаю, сегодня 50 человек могут здесь находиться. Я только хочу искренне далам дарб худол шон, мяш могут худол. Хахалаха узхадак здесь. Из них выбит аицер дал эту боку дачахбах. Сейчас новый корпус взамен старого, рассчитанного на 30 мест, принимает до 50 отдыхающих. В 2021 году был введен в действие новый корпус, который был построен по программе «Демография», то есть наше поколение. На сегодняшний день, то есть в 2022 году, это уже 8-й поток. Количество отдыхающих, которые прибывают у нас на 2 недели, у нас от 40 до 45. Комнаты отдыха, молельный, актовый зал, уютная столовая, пищеблок, просторные коридоры, бесплатный Wi-Fi. В новом корпусе постарались создать все необходимые условия. На первых 2 этажах расположены процедурные кабинеты, а на верхних – спальные номера. В них предусмотрены отдельные санузлы, холодильные камеры, вместительные шкафы. В каждой из комнат также есть балкон, который открывает прекрасный панорамный вид на природу сельского поселения. Обширная территория пансионата, свежий воздух, аккуратные тропинки располагают к пешим прогулкам, а уютные беседки и скамейки к приятному времяпровождению на воздухе. Нашим старикам, которые вот уже в пожилом возрасте, им очень нужно общение. Молодежи некогда с ними сидеть, вот им больше нужно общаться между собой. Их это очень устраивает, они получают, конечно, максимум эмоций, удовольствия, вот просто даже общаясь между собой. Со строительством нового корпуса увеличилось и количество медуслуг. Это и миостимуляция, электрофорез, электростатический массаж. А в кабинете ультразвуковой диагностики рада приобретенному новенькому оборудованию. Опорно-двигательные, после травмы, больных артрозы, артриты, при пяточных шпорах, вот, которые даже страдают очень много людей, которые единственный аппарат, который лечит, это ультразвук. Пансионат круглогодичный. Путевки предоставляются бесплатно Минтрудом. Для подачи заявки нужно сдать необходимые документы в отдел соцзащиты по месту жительства. А что входит в этот пакет, можно узнать на сайте центра. Дана Плева, Асхабила, Киев. Новости 24.